Вставишь что-нибудь, ребята, вот вы думаете, что тут просто олимпиадник, технарь, ну, то есть математика, призер регионального этапа по русскому языку. Как все успеть? И фиг его знает. Какая у тебя мечта? Какой же вопросик задать, да? Всем привет! И вы смотрите вашу любимую рубрику «Гордость школы». Сегодня у меня в гостях олимпиадник, активист, вице-президент клуба АЙКО и просто хороший человек Коля. Привет! Всем привет. Первый мой вопрос. Как ты себя идентифицируешь? Ну, я считаю себя разносторонней личностью, которая постоянно берется за что-то новое, приобретает различные навыки. То есть я не могу сидеть на месте. Я постоянно двигаюсь, постоянно развиваюсь, нахожу что-то интересное, что-то новое, чего я еще не знал. Вот, думаю, да. С чего вообще начался твой путь в олимпиаднике? Ну, как у всех с начальной школы, естественно, это те же английские бульдоги, русские медвежонки, кенгуренки и так далее. То есть, ну, большинство начинало с этого. И, ну, мне было очень интересно участвовать, потому что я чувствую какую-то конкуренцию, какой-то азарт. То есть мне нравилось сидеть в кабинете, вот эта атмосфера, сидишь в кабинете, наедине со своими мыслями, как-то анализируешь ситуацию, решаешь задачи и так далее. То есть все началось с начальной школы, ну и впоследствии дальше и продолжилось. Что заставляет снова и снова участвовать в олимпиадах? Ну, я вижу в этом большую перспективу, потому что при поступлении это мне, ну, явно аукнется, потому что они смотрят не только баллы ЕГЭ, также смотрят и результаты перечневых олимпиад, олимпиад различных всероссийского, международного уровня и так далее. То есть я вижу в этом не только интерес в плане того, что я как-то развиваюсь. Ты являешься вице-президентом клуба АЙКО. Во-первых, как он расшифровывается? АЙКО — это интеллектуальный клуб олимпиадников. Именно так мы решили назвать наш клуб. Как вообще пришла идея создания? Ну, вообще, я создавал его не один, конечно же, я создавал его с Якшевой Надеждой, моей одноклассницей. И изначально это был просто проект на весеннюю сессию. То есть мы стояли в столовой, я прям помню этот день, мы стояли в столовой, надо придумать тему. У нас не было темы, зимняя сессия уже через месяц. Сидим, думаем, ну, хотелось, конечно, как-то связаться с олимпиадами, потому что в тот момент это было особенно актуально для нас. Мы участвовали, мы ходили на какие-то различные школы другие, мы такие, вау, вот это да, вот это круто. И мы нашли много проблем, когда мы были олимпиадниками, очень много проблем, и нужно было найти какое-то решение. Ну, кто сделает решение, если, конечно же, не мы. И вот мы пришли в столовую и подумали, то, что было бы прикольно сделать приложение, либо же сайт, который поможет олимпиадникам в дальнейшем развиваться. Вот мы создавали, несколько месяцев сидели, что-то там программировали, дизайнили, пытались создать. Что-то получалось, что-то не получалось. Ну, как так получилось, да? И вот уже проект, зимняя сессия, выступаем с нашим прототипом приложения. Ну, судьи, конечно же, оценили хорошо, сказали, ну, идея, конечно, супер, конечно, класс, но а как вы это сделаете? И я помню, я такой стою, такой, а как? Ну, спонсоров найдем, там, программистов, и они начали, ну так, ребят, ну так не пойдет, давайте не будем. Ну, конечно, мы поставили на 5, но после этого наша работа как бы не закончилась. Мы думали, как же все-таки продвинуть эту идею. Начали опять делать сайт, уже другой какой-то, потом как-то показали и уже его продемонстрировали в нашем коворкинг-клубе в нашей школе, выложили пост 31 кадр. Вот наше первое собрание произошло, где было от силы 3 человека. Но они с Виктором, конечно, очень понравились. Она видела то, что да, в этом есть потенциал, в этом есть какое-то развитие. Ну, далее мы поняли то, что что-то с этим нужно делать. АЙКО надо развивать. И произошла идея именно организовывать какие-то встречи, какие-то мероприятия, то есть создать сообщество, как бы клуб, интеллектуальный клуб олимпиадников. Мы начали делать набор, даже провели второе уже собрание, и оно было более успешней. Конечно же, там была еще и Анисия Викторовна, куда же без нее, потому что она приложила большую работу над этим клубом. К примеру, этот значок, который сейчас у меня на воротнике, это была полностью идея Анисии Викторовны, сделать какую-то отличительную черту, чтобы было понятно, кто эти люди АЙКО. И произошло собрание, у нас были какие-то грандиозные планы, сделать какие-то тематические недели, различные мероприятия, олимпиады, абаки, все в нашей школе. Это все обсуждалось, мы горели этим, мы реально хотели сделать что-то лучшее для нашей школы, чтобы олимпиадное движение росло не только в нашей школе, но еще и в нашем городе, в нашей стране. Но потом произошел коронавирус, 2020 год, март, и все наши планы порушились.
Мы реально горевали, мы реально сидели и думали, что делать? Карантин, за что? Вообще не вовремя. У нас были такие планы, у нас были уже все, у нас было все по дням, кто где выступать будет. Да, тогда работа, конечно, приостановилась, потому что для всех это был, конечно, большой шок. Сидеть дома, в четырех стенах, наедине со своими мыслями, было очень тяжело. И уже в прошлом году все-таки уже ограничительные меры уже начали сниматься, и мы все-таки подумали, да, Айко будет жить. Все-таки не зря мы его создавали. И первая наша работа была, это в прошлом году, мы готовили 6-е, 5-6 и 7-8 классы к математическому бою. Тогда было, да, тоже человек 5-4, но уже люди, которые точно знали, чего они хотят, что они хотели от клуба Айко. Мы начали их готовить, тогда нас было 4. Я, Григорьев Александр, Бурцев Богдан и Босиков Артем. Это вот 4 самых главных на то время олимпиадников нашей школы. Мы готовили их, мы делились опытом. Самое главное, вообще суть нашего клуба, это, конечно же, деление опытом, научить их, как правильно жить, как правильно жить, как правильно думать, размышлять, анализировать. Это была наша главная суть. Вот мы начали готовить их, все проходило, все супер. Детям было классно, нам было интересно, нам очень нравилось преподавать, это было супер круто, мы уже успели с ними сдружиться. И вот они уже и в этом году будут защищать честь нашей школы. Вот такие милашки, воспитали мы их. И вот, и все-таки работа идет, работа будет идти. К примеру, также в прошлом году произошла встреча администрации школы, вообще управления нашей школы, да, и клуба Айко. Вот, прошла наша встреча, директор нас похвалил Анисию Викторовну, опять-таки, потому что Анисия Викторовна очень топилась за этот клуб, она хотела, чтобы он был, потому что, это очень, на самом деле, оригинально, очень круто, очень продвинуто, вот. И работа над клубом Айко все еще идет, все еще в процессе, мы все еще работаем над этим, вот такие дела. Что вы вообще делаете в этом клубе? То есть собираетесь, обсуждаете олимпиады или подготавливаете детей к олимпиадам? Что вообще, как там происходит? Эту работу мы начали делать опять-таки только недавно, потому что коронавирус, ограничительные меры. А мы сразу отказались делать собрание в Zoom, потому что мы не видели в этом эффективность. Собрание в Zoom, кто-то лежит, кто-то сидит. Конечно же, никакой мотивации у них не было, а вот при очных встречах уже проходило все намного лучше. Вот в прошлом году также в месяце декабря проводили встречи. Это была наша первая встреча. Там мы знакомились, играли, рассказывали суть, что мы будем делать, кто вообще ожидает от этого клуба, что ожидает. И мы планируем, конечно же, очные встречи. Но в связи с коронавирусом все очень сложно. Мы ищем кабинеты, мы выпрашиваем, чтобы хотя бы, пожалуйста, 7 человек, камон, олимпиадное движение будет жить. Мы очень хотели эти встречи. Вот. И что мы делаем вообще в этом клубе? Естественно, мы разбираем, какие темы на олимпиадах бывают, да, как они проходят, в каких этапах. То есть вот это по структуре, вот все, что мы делали, то мы и рассказывали. Делились опытом, потому что опыта у нас есть много, начиная с 1 класса, потом уже с 5 класса. То есть мы уже примерно знаем, что делаем, что мы делали. И мы хотели этим поделиться, рассказать, чтобы им было проще. Это наша цель. Делиться опытом. Как все успеть? Как я вообще все успеваю? Да на самом деле фиг его знает. Оно само так выходит, потому что я тот человек, который на самом деле не любит планировать что-то. То есть если я начну что-то планировать, тот же распорядок дня, я начинаю в нем путаться, я не понимаю, я ставлю себя в рамки, я такой, за эти 15 минут я должен успеть поесть. Но я же не успею за 15 минут. То есть я планы вообще не составляю, и у меня, скорее всего, так сумбурно, импровизационно, вообще эмоционально. И как я все успеваю, как скажет Бог, я не знаю. На самом деле, серьезно, у меня нет никаких советов на эту тему, потому что оно все происходит само. Я очень люблю делать то, что я делаю. Чем ты занимаешься в свободное время? Если оно, конечно же, есть. А вообще, я очень часто сижу в школе допоздна, потому что... но что я делаю в это время? На самом деле, самое главное мое увлечение, которое на данный момент сейчас у меня есть, это, конечно же, дизайн. Мне это направление очень нравится, с этим направлением я хочу связать свою жизнь. И в свободное время я просто сижу, мне является какая-то идея, вдохновение, вау, я могу сделать какой-то рисунок, какой-то графический рисунок. Хоть я рисовать, конечно же, не умею, но в дизайне, в принципе, этого делать и не нужно. Просто приходит какое-то вдохновение, что-то калякаю, что-то набрасываю, какие-то наброски, потому что у меня очень такая сумбурная жизнь, мысли такие сумбурные, и эти эмоции, эти чувства я выливаю все в дизайн, потому что если не буду их выливать туда,
то я буду выливать это на людей, и будет как-то ну, не очень. Что еще делаю в свободное время? Конечно, ну, играю, только в одну игру на самом деле, да. Вообще, да, она занимает очень много времени. Далее слушаю музыку, как и все остальные, смотрю сериалы, читаю книги какие-то интересные, если, конечно, найду. Различные статьи, на самом деле, тоже бывают. То есть, в принципе, ничего такого интересного. Моя жизнь скучная, ребята. Скучно жить. Вот. Расскажи про жизнь активиста школы. Жизнь активиста школы — это, прежде всего, несколько факторов. Первое — сон в 4-6 часов. Второе — мало свободного времени. Третье — 24/7 в школе. Свободного времени нет. Но вы думаете, то, что если свободного времени нет, нам это не может не нравиться? Ребята, если бы нам это не нравилось, мы бы этим не занимались. Потому что быть активистом — это реально интересно, это реально круто. Потому что каждый раз, когда я участвую в каких-то конкурсах, да, какие-то провожу мероприятия, да, совместно, да, то есть что-то делаю для школы, мне так становится круто, потому что привносить что-то новое, что-то, дарить веселье, вообще, как я могу себя еще описать? Я люблю дарить веселье. Мне так нравится делать людей счастливыми, ну, типа, так мило. К примеру, когда мы проводили Новый год, да, конечно, некоторые этого не ценят. Да, есть такие люди, как бы, ну, ничего не поделаешь, есть такие люди. Но когда ты видишь, как когда ты танцуешь перед детьми, и они повторяют за тобой, и такие: я тоже так хочу. Это и ради этого я живу, ребята, и ради этого я живу, ради эмоций, ради чувств людей, своих эмоций и чувств. Вот. Вообще активистом, да, и, конечно же, быть сложно. Да, то есть для начала, когда я только вступил в эту деятельность, я вообще не понимал, что происходит. Конечно, если вытянуть себя из зоны комфорта, когда ты сидел себе, реально смотрел сериалы, веселился, а тут, опа, на тебе, у нас тут алые паруса, на, держи, РДШ, вперед, и с песней. Но потом, когда привыкаешь, тебе уже становится так интересно, ты такой: ага, сегодня у меня РДШ, послезавтра у меня мероприятие, а потом еще и конкурс всероссийский, и ты такой: оп-оп, живем. Ради этого, на самом деле, сейчас будет завершающая цитата, после этой которой я завершу, этот опрос. Когда я активничаю, я чувствую себя живым. Из чего состоит активист? Прежде всего, активист состоит из желания жить, как бы это странно не звучало, потому что пока он что-то делает для своей школы, для себя, он живет, он горит этим. Потому что если у него не будет желания никакого жить, желания привносить что-то новое, что-то крутое, что-то хорошее, то и не будет активиста в целом. Так что да. Хорошо, еще состоит активист. Ну, кроссовки есть, штаны и футболка. Ладно, активист вообще должен быть, на самом деле, на всех волнах. Он должен постоянно, должен быть мобильным, он должен подстраиваться под ситуацию, он должен как маленький хорек постоянно в каждую дырочку так вот оп, сюда, потому что ситуаций бывает много, и на каждой ситуации есть свои какие-то моменты, и он должен это каждый раз учитывать, а еще и нужно с мозгом и с мозгом работать, потому что для мозга это, конечно же, тяжело такие обстановки испытывать. Расскажи про 31 кадр. Как ты пришел, когда пришел? Зачем пришел? 31 кадр. Ну, для начала я вообще остерегался этого кабинета. 50-й кабинет для меня это прям вау, старшеклассники, вот это да. Если я проходил мимо как-то, ну, я, конечно, не поглядывал, ну так чуть-чуть так типа, там маки, вау, люди крутые там, я подумал. Вот, но в то время из моего класса там была Третьякова Наташа, Проектор Лейла, Петухов Николай, вот, Синобоев Алексей. Ну, они постоянно уходили с уроков, там, то есть, типа, сидим у нас в контрольной по математике, Наташа: ой, у нас там фотографирование, и каждый раз на него кричали, и я такой: ну, блин, я точно туда не пойду, ну, как терять учебное время драгоценнейшее, ну, нет, точно не пойду. Но потом каким-то образом я оказался в этом кабинете, это было 2 года назад практически. Лейле задали задание, такая цель, сделать онлайн виртуальную библиотеку, то есть специальный сайт. Вот. А в то время как раз таки я увлекался дизайном. И Лейла об этом прекрасно... Спасибо. Угу. В то время Лейле дали задание сделать виртуальную библиотеку, специальный сайт. И как раз таки в то же время я увлекался дизайном. И Лейла об этом прекрасно знала и сказала: слушай, там требуется 2 человека, а я что-то одна. Давай, пошли. Я такой: нет, в смысле? Прям, Дмитрий прям серьезный, там он, ну нет. Но все-таки я потом подумал, почему бы и нет, такая возможность. В то время как раз таки начался такой период жизни, когда
я хватался за все, что я мог ухватиться, потому что я очень хотел чего-то нового, потому что в то время, как, как это так называлось, я был ботаном, то есть, ну, очень сильно упирался в оценки, там, те же олимпиады, то есть прям только этим и жил. Но мне это как-то немножко надоело, конечно же, хотел что-то новое. Вот, значит, я пришел в 50-й кабинет и сижу вот отдаленненько. Ну, это, конечно, всем привет, я всех знаю, йоу. А я сижу, да, всем привет. Там как раз таки и Марианна тоже Шатрина была, да, и Даша тоже Миронова была. И, ну, конечно же, Лейла всех знала, ну, и тогда я помню, Мариша сказала, типа, а Юче, Фоменко, Николай здесь? Я такой, ну да, а откуда вы меня знаете? Я прям такой скромняшечка был, вот, я вообще прям не знал. Ну, ладно, вот мы делаем, типа, я вот более-менее вникал. Каждый раз приходя в этот кабинет, я уже как-то, уже здоровался, уже такой, здравствуйте, Дмитрий, привет, Мариша, Даша, все, всех знаю, короче. Вот мы сделали, меня похвалили, Дмитрий сказал, ну, слушай, ну, типа, ты, конечно, не в первом кадре, да, но как бы спасибо за помощь и так далее. Я такой, да, спасибо не за что. Но потом, но даже после этого я еще пока не вступал в 31 кадр, потому что я подумал, что это сильно отнимет у меня много жизни, потому что я не умею распределять время правильно тогда. То есть я должен был точно увлекаться либо вот этим, потому что иначе я бы не мог. Но потом, в сентябре прошлого года, а точнее раньше, летом, я поспорил с Маришей. Я сказал, я вступлю в 31 кадр, как бы почему бы и нет. Мариша сказала, ну, конечно, мы ждем. Я такой, ну хорошо, в сентябре прихожу на собеседование, говорю, меня зовут Коля, все, ты в 31 кадре. Ну круто, короче, испытательный срок у меня этот месяц был. Ну, этот месяц был, на самом деле, одной из самых сложных частей вообще периода в 31 кадре, потому что я думаю, блин, а если я что-то не сделаю, меня выгонят, а если я не пойду? И я каждый раз, я пойду фоткать, я пойду снимать, я пойду монтировать, потому что я хотел. И Дмитрий такой, go, let's go. Хорошо, и я постоянно занимался, мне очень много помогали, ты мне помогала, спасибо большое, Ксюша, Слава мне помогал, вот. Коля своего, который здесь нет, тоже помогали. То есть я ощущал эту поддержку, и испытательный срок я прошел, к слову, и вот я оказался, получается, с октября 2021 года. А вообще я занимался в 31 кадре как бы еще и раньше. Вот так. Расскажи, почему тебе нравится дизайн, как ты вообще к этому пришел, научился? Хорошо. Это опять-таки было в 2020 году, карантин. Я буду часто ссылаться на это время, потому что для меня это вообще очень важный период. За это время я очень сильно покачался, я разобрался в своих мыслях, нацелил, получается, уже свой путь жизни, жизненный путь. И тогда это было лето, я нашел просто в рекламке в Инстаграме какой-то онлайн-лагерь. И просто, мне скучно, я сижу, что я смотрю? Элиту смотрю, да, кофе из ТикТока делаю, все, больше ничего я не занимался. Ну, решил такой год запишусь, это был лагерь, было интересно, было круто. Ну и самое главное, там были курсы веб-дизайна. Я вообще не знал, что такое веб-дизайн, это надо, типа, от руки рисовать. Я не умею рисовать, я серьезно не умею рисовать. Я бы очень хотел, на самом деле, этим научиться. Ну, я решил, ну почему бы и нет, надо же что-то новое испытывать. А до этого я занимался программированием. А мне как-то оно наскучило, там слишком много цифр, слишком много букв, слишком много цифр, как-то надоело уже. А тут что-то новое, дизайн. Вот, и там были курсы веб-дизайна, я решил записаться, и за эти 2 недели он обучил меня графическими различными редакторами, да, там Photoshop, Illustrator, Figma, самое главное, и мне очень понравилось, мне реально, я уже был готовое портфолио, уже готовые работы, вот закончился этот лагерь, думаю, блин, круто, реально круто, и надо как-то с этим дальше что-то делать. Дальше изучал, начал YouTube, там Pinterest, Instagram, то есть я использую все ресурсы, чтобы продвигаться, и уже почти что 2 года я этим занимаюсь. Как бы я не сказал, что я прям профессионал в этом, потому что я не взял каких-то профессиональных курсов, да, или никакие коммерческие заказы я пока не беру. Но самое главное, что я сейчас делаю, это делаю работу для нашей школы, там, для того же YouTube 31 кадра, Инстаграма, фишки, обложки. Возможно, вы их видели. Вот. Для меня, на самом деле, это большое открытие стало, потому что я очень хотел сильно проявлять себя в творческом плане, потому что я считаю себя личностью творческой, такой чувствительной, эмоциональной. Я рыба по знаку зодиака, если кто не знал. Может быть, поэтому я и захотел стать дизайнером. Вот. Мне очень это понравилось, потому что ты можешь создать что-то новое, чего еще раньше не было. И это выглядит офигенно, и всем нравится. А мне нравится, когда всем нравится. Ну и мне тоже как бы нравится.
И до сих пор я этим занимаюсь. Мне все очень круто. Все очень круто, мне все это нравится. С этим я хочу связать свою жизнь, поступить в университет на дизайнера в Санкт-Петербурге, Высшая школа экономика, школа дизайна. Вот, надеюсь на это я нацелен. Кем ты вдохновляешься? Людьми. Люди для меня — это самое главное вдохновение. Вообще любые люди. Абсолютно любой человек для меня уже приносит что-то новое в мою жизнь, потому что каждый человек, понятное дело, уникальный, он личность, и от каждого человека я что-то по кусочку набираю, становлюсь из этого лучше, потому что каждый раз, когда я вот посмотрю, как Ксюша работает, я смотрю, туда-сюда, метается, у меня собрание, пока. Я смотрю на Ксюшу, и каждый раз, когда она туда-сюда бегает, занимается светом старшеклассником, алыми парусами, я вдохновляюсь ей. Потом смотрю на своих друзей, как они круто проводят время, как мы с ними круто проводим время, и мне так это нравится, я вдохновляюсь этим. Вот. Те же учителя. Люди для меня — это самый главный вдохновитель, а также музыка. Я очень люблю слушать музыку, и каждый раз она меня вдохновляет. К примеру, от каждой песни у меня есть какие-то воспоминания, какие-то эмоции, и постоянно я слушаю какую-то музыку, такой, блин, вот это вдохновление, вот это круто, да. Ты сказала, что ты уже определился со своим жизненным курсом. Как его выбрать? Чтобы определиться жизненным путем, самое главное, как бы это банально не звучало, это просто пробовать все, хвататься за любую возможность, потому что мы живем в таком мире, где существует настолько много всего, что просто, человек может попробовать что-то попробовать, но за всю жизнь он может вообще, например, половину этого всего не попробовать, потому что слишком много возможностей. И за каждую возможность я хватался. К примеру, тот же дизайн, я не знал, что вообще такое дизайн. Что-то рисовать, что там на планшете графическом, я вообще этим не увлекался. Но если бы я не попробовал, я бы не узнал. А вот я узнал, и вот я захотел. Если же вы не знаете, где брать вдохновение, то берите вдохновение от людей, как я. Потому что у каждого человека есть свои хобби, свои увлечения, и если вы будете подчерпывать из каждого человека что-либо, возможно, вам это понравится. И не думайте то, что вы плагиатите у него. Блин, она занимается рисованием, все, я не буду заниматься рисованием. Нет, конечно, у каждого свой жизненный путь. Может, кому-то это дастся, кому-то не дастся, но мир открыт, пожалуйста, очень много возможностей. Какая у тебя мечта? На самом деле моя мечта — это просто радоваться жизни. Это реально, это самая главная мечта. Я хочу настолько радоваться жизни, чтобы я не думал ни о чем плохом. Вот серьезно. Я хочу постоянно получать веселье, давать его людям. Самое главное — быть счастливым в жизни, и чтобы у всех все было хорошо. Скажи свои положительные и отрицательные качества. Ага, давайте начнем с отрицания, хорошо. Отрицательные черты. Извините, пожалуйста, я очень часто перебиваю людей. Я не знаю, как я сдерживаюсь сейчас. Ну да, я не знаю, это на самом деле проблема. Я не хочу перебивать людей. Но мне почему-то... Я настолько эмоциональный, и когда разговариваю, я прям вот так вот. И постоянно я перебиваю случайно людей, самого этого не хотя. Второе, я часто ною. Часто ною. Это мне тоже не нравится, потому что я считаю то, что если ты просто ноешь пустоту, то это делом не поможет. Конечно же, нужно работать, а иногда такое настроение, что работать и не хочется. Хочется просто поныть. Но, конечно же, для меня это отрицательная черта, я бы хотел не ныть, но такое тоже есть. Ну и, наверное, такая отрицательная черта, как часто я бываю мягким. Мне не нравится, что я постоянно бываю мягким, потому что в какие-то моменты нужно показать себя, показать свою твердость, но иногда этого не получается сделать, потому что либо я чего-то боюсь, либо я считаю, что, а может, надо было по-другому поступить. То есть я же не буду так делать. Главная моя проблема — это, конечно, то, что я очень плохо концентрируюсь на чем-либо. Мне это очень сложно дается, потому что, когда со мной кто-то разговаривает, я летаю в облаках, я реально этого не хочу. Например, мне что-то объясняет Ксюша. Я слушаю, а потом... Какое небо красивое. Что? И короче, совет, лайфхак. Когда вы со мной общаетесь, и видно, что я улетаю, нужно сделать просто вот так. И все. И я такой, Да. Я просто, что? Все. И начну концентрироваться. На самом деле это реально проблема, потому что даже когда ты учишься, тебе нужно делать литературу, а у тебя не получается, потому что у тебя мозг вообще другим забит. Но что касается положительных черт, я считаю то, что я веселый. Это на самом деле хорошая черта человека, потому что поднимать людям настроение, да и себе самому — это огромный навык. Потому что если бы человек постоянно грустный, какой-то человек,
so-so, да, как бы, поэтому мне очень нравится приносить веселье, быть веселым, мне это хорошо получается. Второе, что мне нравится в себе, это то, что я достаточно открыт со всеми. Да, возможно, для кого-то это и плохая черта, но мне нравится быть открытым миру, открытым людям, потому что я не вижу смысла в тех людях, которые постоянно что-то скрывают друг от друга, говорят то, что, блин, не в плане того, то, что я вот это тебе не расскажу, и вот это тоже. Знай просто вот эту часть меня. Я просто не чувствую доверия к человеку. А если я общаюсь с открытым человеком, он мне доверяет, то я тоже доверяю человеку. Поэтому, то есть вторая моя черта — это доверие, открытость, то есть, такая черта, то есть открытая. Ну и третье, что мне нравится в себе, это то, что я пытаюсь находить везде плюсы, потому что как бы все плохо не было, плюсы все равно есть. Может быть, даже и настолько маленькие, что ты их и не найдешь. Но если ты найдешь, то ты можешь абстрагироваться от этого плохого и просто кайфовать, просто веселиться, просто наслаждаться жизнью. Да, думаю, третья черта — это наслаждение жизнью. Что ты ценишь в людях? Ну, как я уже ранее сказал, я ценю прежде всего открытость, доверие, раскрепощенность человека. То есть, потому что если представим ситуацию, вот я знакомлюсь с новым человеком, а я как бы по натуре своей вот такой: «Эй, привет, как дела? Давай играть там, давай то, давай учиться». И когда он говорит: «Нет, спасибо». Возможно, да, то есть далее при общении нас все наладится. Да. Ну, прежде всего, я бы хотел, конечно же, увидеть в человеке его внутренний мир, чтобы как бы, мы сошлись с ним или не сошлись сразу, вот узнать человека, все, ты мне не подходишь, пока, все, пока. Вот, я очень ценю открытость, потому что я сам открытый, и мне нравится находить что-то в людях, что есть у меня. Что для тебя значит слово «друзья»? Друзья — это прежде всего люди, конечно же. Люди, а не вещи. Это люди. Уже как бы слабо мне повторяется ситуация. Вот, ребят, плагиат. Я его смотрел просто недавно, поэтому меня засело. Друзья. Вы смотрели? Вопросик. Вы смотрели? Хорошо, переформулирую тогда. Друзья для меня — это личности. Уже неплохо. Личности, из которых я черпаю вдохновение. Я очень радуюсь, когда я общаюсь с друзьями, потому что каждый раз, услыша какую-то новую историю, это так весело, это так классно. То есть мне нравится комфорт в людях. Я, также ценю еще не только открытость, но еще и комфорт, чтобы мне с человеком, прежде всего, было комфортно. И да, в чем вопрос заключался? Это приятные, хорошие, комфортные, веселые, заботливые люди. В общем, по традиции, твои близкие друзья записали для тебя видеообращение. И давайте все вместе их посмотрим. Давайте. Коля мой близкий друг вот уже несколько лет, с ним я могу поделиться всем чем угодно, чем-нибудь сокровенным или чем-нибудь абсолютно неважным, смешным. Мы можем вместе посмеяться, поплакать, пообниматься или что-нибудь пообсуждать. Коля очень хороший слушатель и хороший друг. В принципе, он очень хороший человек. И я верю, что у тебя все получится. Йоу, Коля, ты вообще самый классный, активный, умный, везде участвуешь. Я очень горжусь тобой, и я очень рада тому, что мы дружим очень много лет, и надеюсь, что мы будем дружить и в будущем. Желаю удачи во всех начинаниях. Да, люблю. Привет, я бы хотела рассказать о Коле. Он очень хороший друг, самый, прям, не знаю, самый позитивный, кого я знаю. Он всегда поднимет мне настроение, рассказывает что-нибудь смешное, свои любимые анекдоты, от которых я смеюсь. Не знаю, что еще сказать о нем, потому что он слишком такой многогранный человек. Каждый день ты узнаешь его получше.
и узнаешь такие, типа, факты, о которых ты прям вообще вау. Короче, человек бомба, человек позитив, человек солнце и просто хороший человек. Какая фраза или совет помогли тебе когда-либо? Это моя цитата в альбоме выпускном. Можно я ее скажу? Куда смотреть? Сюда, сюда. Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна. А сейчас у нас в эфире будет Блиц-опрос. Ура! Ура! Блиц-опрос! Первый вопрос. Назови 5 вещей, без которых не обходится твой день. Я боялся этого вопроса. Хорошо. Первое. Это втыкнуться в зеркало и стоять в душе в 5 минут вот так вот. Без этого не обходится мое утро. Значит, потом, далее, естественно, музыка. Без музыки я вообще не выхожу из дома, потому что правильная музыка настраивает меня на хороший день, либо же на плохой, если я сам этого захочу. Да, если я захочу послушать грустную музыку, слушаю веселую. Далее, друзья, социум, люди. Конечно, это вообще самое главное в жизни человека, по моему мнению. Без них, конечно, не обходится любой мой день. А ведь правду, каждый мой день постоянно с людьми, потому что без них я бы вообще не выдержал. Далее, четвертое, это Анисия Викторовна. Если Анисия Викторовна не будет в классе в этот день, значит, день прожит зря. Потому что каждый раз, когда она приходит, она настраивает на хороший лад, говорит, да все хорошо, давай отпустим мы вас с последнего урока. И так сразу хорошо становится. И пятое, самое главное, это школа, потому что я люблю свою школу, и я не могу представить ни единого дня, не проведя в этом прекрасном месте. Любимый музыкальный жанр? Русская поп-музыка нулевых-десятых. Потому что она самая веселая, и под ней всегда классно либо грустить, либо дэнсить. Что смотрел последним на ютубе? Я смотрел выпуск со Славой «Гордости школы», потому что я не знал, как правильно отвечать. Я подумал, надо посмотреть, хоть как примерно нужно отвечать. Но в итоге вообще пошел все не по плану, конечно. Какой фильм посоветуешь каждому? А можно топ-3 фильмов? Можно. Серии фильмов, хорошо. Первое — это «Иллюзия обмана». Мне очень нравится эта серия фильмов, потому что каждый раз, когда там объясняется, как происходит то или иное событие, ты такой, вот это да, вот это круто. То есть прям это были мои любимые вообще фильмы, вообще ever. Потом второй фильм «Стажер». Фильм «Стажер». Там такая простенькая история, вообще непопулярный фильм, там на Кинопоиске, наверное, 6 звезд. Но каждый раз я под него плачу. Там, история про то, что там есть пенсионер, который очень хочет работать, но он нужен на пенсии. И как раз таки одна современная компания устроила акцию, где приглашает на работу пенсионеров. А он такой хорошенький, он такой, да, я все сделаю, да, я все крутой. И вот там идет знакомство главной героини и этого стажера, рассказывают их взаимоотношения и так далее, и так далее. Это очень добрый, очень семейный фильм, всем советую. И третье, конечно же, Гарри Поттер. Серия книг, серия фильмов. Обязательно, потому что я на Гарри Поттере построил вообще свою личность, свое детство, потому что мне в один момент подарили все 7 частей, все 8 частей книг, и я тогда, и они все есть у меня, и я их так захлеб читал, я не мог оторваться от этого. Как проводишь свое утро? Просыпаюсь, спускаюсь, вообще на самом деле я просыпаюсь и сразу же смотрю в телефон, первым делом, потому что у меня есть подруга Лейла, которая постоянно в 4 ночи пишет, в 5 часов утра, и она такая, смотри, какой ТикТок классный. Я такой, наверное, да. Просыпаюсь, иду, конечно же, водные процедуры. На самом деле, я очень часто смотрю на себя в зеркало утром. Я очень сильно зависим от этого. То есть я постоянно смотрю, так, где-то он, так посмотрю. То есть не могу выйти из дома без этого. Обязательно, конечно же, ем, да, потому что, как сказала легенда, если ты не позавтракаешь, то все, день прожит зря, без энергии, без ничего. Ну и, конечно же, с музычкой, с веселой музычкой, конечно же. Закончи интервью 3 словами. Кайфуйте, жизнь одна, ребята, без ребят. Всем спасибо за просмотр. Надеемся, вам понравился этот выпуск. Ставьте Лайки, пишите комментарии и нажимайте на колокольчик. Всем пока!